2015 года с территории нашей республики выехало для участия в деятельности международных террористических организаций более 300 молодых людей. Уже эти цифры должны заставить школьников остерегаться такого пагубного влияния, как терроризм. Именно молодые девушки и парни – самые активные пользователи интернета. Там и ловят вербовщики свои сети неокрепшие умы. Под влияние чаще всего попадают люди, имеющие психологические травмы или непростые взаимоотношения в семье, не определившиеся с целями в жизни. Для вербовщиков, чтобы их завербовать, это целая сеть. То есть одни делают обработку этих молодых людей, другие уже занимаются их документами, третьи их встречают там на территории Турции или сопредельных государств и уже занимаются переправкой именно на территорию Сирии и так далее. У нас в нашем Назранском районе такие случаи тоже не единичные. Были и сестры, которые выехали, сначала одна сестра, потом через определенный период другая. Надо понимать, что уже оттуда вернуться без препятствий уже не получится. Практически невозможно оттуда вернуться. Поэтому каждый должен уметь и правильно выбирать свой круг общения в сети, отмечает Алихан Хашагульгов. Представитель антитеррористической комиссии Назрановского района настоятельно рекомендует ребятам избегать и лишних репостов и лайков под различными публикациями. Казалось бы, это безобидное действие может обернуться для учащихся уголовной ответственностью. Вообще за преступление террористического и экстремистского характера ответственность идет административная и уголовная. В основном это от 100 тысяч рублей до пожизненного лишения свободы, в зависимости от тех преступлений, которые правонарушение лицо совершило. В этих группах в социальных сетях бывают сообщества закрытого типа, и в них доступ осуществляется именно по приглашению администраторов, или, допустим, вам кто-то порекомендовал какое-то сообщество, дал вам ссылку, вы, соответственно, проходите по ней, подаете приглашение. Надо заметить то, что в этих сообществах, во многих, которые преследуют вот именно такие цели, те люди, которые создали эти сообщества, то есть администраторы этих групп, они скрыты настройками приватности. В основе терроризма лежит дестабилизация обстановки в мире при помощи запугивания населения, а противоправные действия, которые калечат жизни людей и вселяют в них страх, порицаются и религией. Терроризм под предлогом религии, камял хадажмел ложвасак, цу бусулдыны цунаха яхцамба. Ижнага бусулдыны яхцамба. Hani busul dınal diye ona dağ dolujnaq batış. Hani alçı Peygamber aleyhissalatu vesselam hutsani mirnim dogori waxır olsak muahat olsaq keriste go alutur. Az vinsaga jurgoti waxavşı yok diye. Yarış busubdın naq buvayn hazo yaxş bas dabaxa busubnaxa duhul tombaş. Az melçal irçamdas. Bo melçal bo çahamın çani muştwatsa gelsmari. Нельзя оправдать террористические акты, причиненный моральный и материальный ущерб. Поэтому для молодых людей сейчас очень важно быть осторожными в социальных сетях, уверены и учащиеся третьей школы в Яндаре. Как уже нам сказали наши гости, что некоторые люди были замечены в вот таких действиях и были вовлечены в уголовной ответственности. И даже могли сесть на пожизненный срок. Это уже как бы дает понять человеку, что в таком направлении двигаться нельзя. Для меня было очень полезно. Я узнала очень много интересного. Самое главное, мы должны быть осторожными в социальных сетях, следить за тем, что мы лайкаем, репосты и публикации. Ты сама делаешь лайки, репосты в социальных сетях? Нет. Я бываю очень осторожной в социальных сетях, и практически я в них не сижу. Молодым людям важно уяснить, что за терроризмом и экстремизмом нет будущего. Лишь поломанная жизнь и осуждение общества. О необратимости последствий хотят проинформировать и организаторы лекции «Закон против террора». Терроризм, как мы с вами знаем, это чума 21 века, и противодействию как-то предостеречь, в первую очередь, это самая актуальная, необходимая, такая острая, стоящая проблема в нашем обществе.
И я думаю, такие уроки, которые как сегодня наши беседы, также уроки, которые проводят наши сотрудники, они в какой-то степени, даже если ни одного человека смогут как-то спасти, вырвать из лап терроризма и экстремизма, то это уже будет огромное большое дело. В завершение встречи организаторы «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» в очередной раз призвали молодежь обдумывать каждое свое решение и прежде всего советоваться со своими родителями, а также отметили, что экстремистской признана и некоторая литература. Поэтому советуют школьникам ознакомиться с перечнем запрещенных материалов экстремистского содержания на сайте Министерства юстиции России. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.